В эфире «7 дней плюс» и продолжаем тему городской архитектуры. Какие проекты уже реализованы в городе Казани и над какими еще стоит поработать. У нас в гостях казанский скульптор, художник, организатор городских выставок, преподаватель Казанского художественного училища имени Фешна Зульфия Хакимяновна Мухамедьянова. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, расскажите немного о себе, да? Давайте начнем с этого. Вы у нас скульптор, специализируетесь в основном на памятниках, на портретах. Вот у меня тут написано, что в честь оперного певца Федора Шаляпина мемориальная композиция, да, русский писатель Максим Горький. Расскажите, вот чем вдохновляетесь, да, прежде чем вот приступаете к своей работе? Ну, немножко о себе, да, я как раз хотела сказать, что вот я преподаю в училище художественном, а сама тоже закончила это училище, вот, отделение скульптура. Тогда был в 2001 году, был первый набор на это отделение, открывала его Минулина Ася Минвалейна, тоже известный автор, скульптор наш казанский, и вот я была в первом наборе. И потом также филиал Суриковска, когда открылся, мы тоже попали в первый набор, вот, ну, некоторые же из этой группы, и вот такими оказались пионерами вообще в скульптуре уже в 21 веке, да, можно сказать. Вот, и, ну, в принципе, мне очень нравится эта профессия, и она очень интересная, вот, и последние 10 лет активно работаем уже вот как раз с Министерством культуры. Да, есть какие-то проекты, которые они нам доверяют. Вот. И в этом году как раз мемориальный комплекс, я бы сказала это так, входная группа, посвященная Шаляпину и Горькому. Бюст Горького уже существовал. Это скульптор Новоселов, сделан этот бюст в 70-х годах. Вот. Но так как сейчас этот музей является музеем Горького и Шаляпина, было вот такое решение в честь юбилея Федора Ивановича сделать еще и его бюст. Ну, вот такие фигуры такой исторической значимости, да? Да. Как подходите вот к процессу такой работы? Все равно есть какие-то лайфхаки, я уверена. Ну, нет, на самом деле подходим очень кардинально, потому что там идет изучение. И, допустим, вот я специально ездила в музей в Санкт-Петербурге, в его музей-квартиру. Потом, ну, книги уж, конечно, читала. Очень понравилось мне, как он, его автобиографическая книга «Душа и маска» как раз корректировал ее, ну, поправлял, да, так как писатель, Максим Горький все-таки писатель, то есть это совместный такой их труд. И я слушала аудиокнигу, и там такой голос басист, прям такой хороший, читал эту вот книгу, и у меня ощущение было, что я вот прям слышала Шаляпина, и, что, можно сказать, лично знакома с ним после этого. После того, как он в этой книге описывал свои переживания по поводу искусства и личные какие-то, и то, что в стране творится. В общем, ну, такой серьезный подход. Ну, какое-то знакомство, допустим, вот с такой фигурой, да, с образом, через вот книги, аудиокниги, у вас возникает вот, ну, как сказать, метод вашей работы какой-то, вот вы думаете так, раз вот он такой человек, значит, мы будем подходить вот так. Есть такие вот моменты? Да, конечно, да. Ну, тут, знаете, в чем еще была загвоздка с этим проектом, потому что уже есть был существующий, значит, вот бюст, и, соответственно, надо все это, чтобы в завязке было, чтобы он не был инородным, да, каким-то, поэтому... То есть обычно скульпторы ориентируются на предыдущие работы? Нет, тут вот то, что они рядом. На самом деле, понятно, что мы... То есть пришлось сделать такой отсыл еще к тому времени, когда создавался бюст Горького, чтобы они смотрелись вместе вот целиком. На самом деле это очень сложно. Чтобы была полноценная композиция, да? Да, полноценная композиция, вот вид Казани вот этот, да, мы продумали, какие здания туда были внесены, ну вот панно. То есть то, что объединяло их, где они вместе когда-то бывали, там в оперном театре, оказывается, они там в разное время были. Вот, поэтому это все вот как бы продумывалось, конечно. Вот, но Шаляпин, конечно, пришлось тоже такой искать какой-то свой архетип его, то, что вы углублялись в психологию личности, там, да? Тут даже, скорее всего, да, и психология личности, и образ, то есть образ, какой он был. А как можно потом увидеть в скульптуре вот то, что вы, там, допустим, уловили в
в этом герое, в этом персонаже или в этой фигуре исторической? Когда я училась, да, нам всегда говорили о том, что детали это в последнюю. То есть вот этот основной какой-то каркас, основное движение, да, там посадка головы, осанка, то есть вот это вот передает человека, потому что его и можно со спины, не видя там глаза и выражение лица, да, увидеть со спины этого человека и узнать его. То есть вот в памятнике, скорее всего, это важно. Увидеть человека, ну, фигуру, далеко стоящий памятник, видно так. То есть, ну, это вообще такая, мне кажется, очень методичная, скрупулезная работа, когда нужно поворот головы, да, чуть-чуть поворот там головы, движение тела, и вот уже мы да, понимаем. и уже другой образ, да. То есть вот это все очень связано, вот, ну, как-то... Ну, вот, допустим, на Шаляпине или на Горьком, как вы там с телом работали, какие там были у вас детали? Ну, там, скорее всего, не детали, там была вот форма, именно поворот головы, немножко поворот головы, подъем головы, потому что, оказывается, когда вот поют вокал, да, то эта голова должна всегда быть выше, подбородок, ну, даже не горизонтально там в земле, да, а именно вот чуть выше. Поэтому вот как бы... Ну, все-таки вот эффект это... монументальности. Да, эффект монументальности и эффект того, что ну, человек поющий, вот, поет. Вот помимо памятников, да, вы еще занимаетесь организацией выставок, каких-то вот культурных пространств. Вот проект «Архипикник» в селе Атабаево, да, это на парку скульптур. Такой вот расскажите немножко, да, вот этих материалов под открытым небом, такое интересное. Да, очень интересно. Нам очень нравится этот проект. Мы его организовали совместно с галереей «Окно». Диляра Байчурина у нас была таким идейным вдохновителем. То есть это была ее идея, вот эту площадку, которая находится в селе Атабаево, слияние 3 рек, там Волга, Кама и Мёша. Вот. Очень красивая площадка. Специально выбрали? Да, да, специально выбрали. Если не были, съездите. Очень приятно. То есть даже не в смысле того, что, понятно, природа у нас везде красивая, но там вот этот простор, вот, и какая-то энергия своя, вот, необычная. Поэтому, ну, с природой, это вот, знаете, наподобие, как Никола Ленивец Подмосковье, да, если слышали, вот, на что-то, ну, понятно, что там масштабнее, что там все это намного серьезнее, у нас пока вот так. Вот, но тоже 2-й год уже, я думаю. Это случилось после того, как мы вот как раз в галерее «Окно» сделали выставку скульптурную, про нас, нас 6 выпускников филиала Суриковского. Да-да-да, вот я читала про это. Да-да, мы, получается, нас было 12, вот 6 остались в Казани, и мы вместе работаем, мы вместе делаем какие-то проекты, выставки. Но в чем задача вот конкретно этого проекта? То есть есть же какая-то идея, концепция у него? Концепция связь с природой. Связь с природой. То есть мы задействовали там только природные материалы. Это дерево, ветки, камни. В этом году мы попробовали керамику туда же. Вот, то есть это вот абсолютно никакой там ни пластика, ничего нет. Вот, и вот это вот какое-то высказывание, скажите мне, или это нет, или это просто вот, ну вот мы сделали экологичный проект. Высказывание в том смысле, что можно соединить вот искусство и природу так не безболезненно для природы, и чтобы это как-то вот привлечь внимание. Было очень много отзывов, многие архитекторы там, из Калининграда, значит, такие, мы тоже хотим. Ну, понятно, что это все надо организовывать. Негативные отзывы были? Нет, негативных не было, кстати. Пустили деревья на... Нет. Там абсолютно... То есть вот эти деревья, которые мы там резали в прошлом году, они же также выросли в этом году. Вот. Еще наших деревьев, наши объекты тоже зацвели, вот знаете, весной. Ну, вот такая работа, она чем-то отличается от просто создания скульптуры, да? Ну да, она такая, можно сказать, лайтовая такая. То есть это мы там и работали, и отдыхали одновременно. А в творческом смысле? Ну, то есть... Ну, тут немножко такой, как бы, отход от академизма, потому что мы очень сильно в академизме, вообще Россия такая, искусство у нас такое академическое, такое реальное, а тут немножко такой отход, и
можно сказать, я туда вот баловаться приезжаю. Да, я такой, что я Для вас это так, игрушки, я там сделала, да, с высоты своего опыта. Я вот это дракона сегодня сделала, там яйцо вот такое огромное мы обожгли. То есть это такое... Ну, то есть нет конкретных тезисов, задач, что вот надо вот это сделать. Вы играючи, вы лайтово подошли к этому проекту. Мы хотим в следующем году, конечно, сделать уже более серьезно, может, пригласить скульпторов из соседних регионов, вот, чтобы уже так вот какой-то масштабнее проект был, но пока вот... Ну вот давайте вернемся вообще к скульптурному искусству как к явлению. Да, как к направлению. Да, в чем задача вот этого скульптурного искусства, в принципе, это же... Мы часто понимаем, да, что такое живопись. То есть мы понимаем, да, там, мы понимаем там, литературу, музыку. Все как-то более привычно к этому относятся. Скульптурное искусство не так часто встретишь вообще скульпторов. Такое элитарное искусство, наверное, да, в какой-то степени. Какие основные задачи у скульптурного искусства? Ну, на самом деле, я бы так не сказала, что там элитарные редко встречи, потому что в Москве и в Питере их много. Может быть, я имею в виду даже больше среди обывателей, да, мы как-то привыкли больше вот картины рассматривать, я не знаю, вот массовая культура. Да. А скульптура, она более монументальна, что ли? Скульптура работает с пространством. То есть для скульптуры важно пространство. Если мы живопись можем повесить на стену и как бы этим вот все ограничено, то скульптуру, конечно, в квартире вот не поставишь. Есть такой момент, и как бы я сейчас вот тоже в этом направлении двигаюсь, хочется скульптуру в интерьер, станковая скульптура, да, не монументальная, а станковая. Вот, но монументальная тоже это любой какой-то монумент, да, памятник должен иметь пространство. Это, опять же, работа с архитекторами. Вот, поэтому есть, конечно, работа с окружающей средой, да, с архитектурными строениями. То есть, там очень много нюансов, которые, да, сложно. Поэтому только портреты, только... С чем еще работаете? Вот вы мне сказали до этого, да, за кулисами, что... Да. Есть какие-то интересные, абстрактные... Да, вообще, как бы, хочется все-таки какие-то композиции, которые не связаны там с личностями, да, но какие-то все-таки исторические. Так вот был пример у нас, это вот Бишбалта в прошлом году мы поставили памятник, да. Вот, то есть там нет конкретных личностей, там просто образы людей, которые были в то время. Это композиция, вот, отсыл на наше прошлое, да, вот. Может быть, вообще мне нравится, когда в парках скульптура есть, которая, просто эстетичная, да. Понятно, что она должна какую-то нагрузку смысловую вести, но работа, допустим, очень нравится мне, когда в парках есть из камня скульптура, вот есть в Москве музеон, называется, скульптура под открытым небом, то есть там разные скульпторы делают вот из камня. То есть и приятно, и эстетично, и интересно смотреть их. Вот. Ну вот как раз мы уже заговорили, да, именно вот о городской такой архитектуре, да, вот в Казани. Вот каким город вы можете назвать, да, с точки зрения архитектурного, художественного пространства? Какой он? Как вот вы его воспринимаете, как человек, который работает в искусстве? Вот я тоже думала над этим вопросом, потому что, да, опять же, хочу повториться, мне не хватает парковой скульптуры в городе Казани. То есть, если, вот, допустим, парк Горького, замечательный парк, но там нет какой-то точки притяжения, которая была бы, такая, то есть, допустим, там вот эти круги, да, газоны, да, но в принципе, если там поставить какую-то такую интересную, что бы вы, например, там бы поставили? Я бы какую-то абстрактную вещь поставила, то есть такую, которая бы захватывала пространство и притягивала к себе, как бы какой-то интерес был бы. Вот, то есть и вот не хватает в скверах каких-то таких по городу. Да, замечательно много памятников. Я считаю, что уделяет государство внимание личностям историческим, вот, но хочется еще какой-то душевности вот в парках,
В Казани немножко не хватает парковой души. Парковый, да. Но вот как вот, например, вы можете характеризовать город Казань? Вот какой-то особенностью у каждого города есть свое настроение, да? Есть какой-то вот свой дух какой-то, вот у Петербурга свой дух, Москвы, там, Питер, это такой художественный, да, город, который мы воспринимаем с исторической значимостью. Москва, нам, мне кажется, более такая пространственно вдавливаемая, такая тяжелая чуть. Казань, вот. Ну, в Казани много неба, мне очень нравится. Как бы, да. Ну, вообще, как бы, если взять исторический центр, то понятно, что там дома такие все очень старинные. Вот, но это тоже свой колорит дает, и мне нравится. Вот я, с точки зрения скульптуры, ну, может быть... Что бы вы поставили, что бы вы привнесли? Ну, я поняла, что в парках, да, так да, еще в парках. Не хватает. Где, может быть, еще просится прям? Ну, вот в Санкт-Петербурге, кстати, очень много вот таких каких-то мелких скульптур, которые вот идешь, и вдруг они возникают. Вот здесь у нас тоже стали появляться, но как бы пока еще мало. Вот там вот этот Чижик-Пыжик, потом... Может быть, персонажи какие-то сказочные, да? Ну, у нас есть может быть. Шурале, да? Шурале есть, да. Как раз вот Асямина Валерьевна делала. Она, да? Да, и мы студентами еще были тогда, помогали. Вот что-то такого, да? Вот. Мне вот тоже бы хотелось без привязки, наверное, к каким-то личностям. Да, да. Вот даже такого, да? если какие-то вот абстрактные вещи, ну, интересные, красивые по форме, это же воспитывает вообще вкус. Вот. Ко мне приходят студенты, ну уж такое сделается, да, то есть нету, в школах нет скульптуры. Вот. Приходят, то есть совершенно нулевые человечки, которые, ладно еще... Вот, они лепят же что-то? Школы, да? Это относится нет, не лепят. Сейчас в школах не лепят. А скульптуру перевели в разряд факультатива. То есть, ну, если есть возможность у школы, она там есть. Вот я вам и говорю, как раз вы отрицали, что вот живопись более масса, у нас есть ИЗО в школе. Это у нас в Казани, да. А в других городах, вот в Санкт-Петербурге, там в Москве, скульптура очень даже развита. Вот, это у нас же долгое время не было отделения скульптурного, вот в 2001 году только открыли. Вот, и я думаю, и то вот я выпускаю студентов, они не идут в художественные школы работать. Я говорю, ну... Вот, а куда идут работать? Ну, работают разные направления. Ну, кто-то учиться там дальше продолжает, кто-то там, вот у меня есть ребята, которые ушли в реставрацию, то есть они вот лепниной занимаются, тоже одна из отраслей скульптуры. Вот мы говорили, да, вот о скульптуре как о высказывании, да, это тоже в том числе, я так понимаю, да, как любое искусство, это и высказывание, это и идея, да. И вот вспомним, да, вашу выставку, ну, выставку не вашу, а в которой вы участвовали, да, «Чувствовать сквозь» для людей с ограниченными возможностями, да, в которой вы тоже участвовали. Можно ли назвать этот проект психологическим, и что вот было, скажем так, в этом проекте самое главное, самая основная его цель? Да, этот проект был вообще для нас открытием таким. Мы сами многое научились на этом проекте. Вот, опять же, вот участвовали как раз 6 скульпторов. Вот, и, ну, так как вот до этого мы делали выставку, и мы там разрешили как бы, вот, ну, трогать, прикасаться, потому что бронза, дерево — это все такие материалы, к которым хочется прикоснуться. Я сама, честно говоря, когда по выставкам хожу, я вот трогаю. Там, пока никто не видит, я так оп, потрогаю, да, посмотрю. В крупных музеях нельзя же ничего трогать руками. Вот, потому что, ну, невозможно не тронуть. Вот. И мы, как бы, вот продолжая эту идею, что эту идею подхватила как раз галерея Хазине, и сделали вот такую инклюзивную выставку для слабовидящих. И, значит, пришли вот на открытие, и мы получили обратную связь от людей, которые не видели, но трогали. И через вот ощущения они рассказали все рассказали, все, что мы закладывали. Что рассказывали? Расскажите. Ну, вот, допустим, там борьба, допустим, да, какие-то две фигуры между собой борются. То есть они вот все это ощущают и видят, да, чувствуют там, кто сильнее, кто на кого, то есть вот эту вот схватку почувствовали. Или там, допустим, у меня вот одна из работ сидит на лодке, значит, мужчина, вот, и он, значит, трогает его, лодка так, значит, сидит он,
Он говорит, так, ага, вот, значит, потрогал, говорит, ну, задумался. Потом смотрит, значит, ощущение, там, спину потрогал, значит, спина сутулая. Говорит, ой, крепко задумался. То есть вот... А были какие-то особенности вот этих вот экспонатов, которые там ставили, да, в которые вот надо трогать, что вот именно для людей, которые нет, не видят? Нет, только был щупают? Шрифт Брайля, название, чтобы, ну, читали, да. Ну, все. Остальное все вот как вот мы обычно работаем, с фактурами, с деревом, с бронзой, вот. И все это, ну, то есть они, ну, как-то вот замечательная была обратная связь. Для меня прям вот открытие какое-то произошло. Последние годы, да, вот у нас много сносит памятников, да, по политическим причинам, которые мы все знаем, да, по стране, ну, по миру, я имею в виду, да. Вот как к этому относитесь, как вообще? Болит сердце, когда видите, что... Да, конечно, конечно. Но это было всегда, и да, ты думаешь, что ставишь на века. Всегда вообще даже вот ассоциация, да, со скульптурой, что это что-то вечное. Да, но вот в революцию там сколько снесли. Ну, ты думаешь, что ставишь на века, думаешь, это на самом деле ничто не вечно. Вот. Ну, и зато и многие восстанавливают сейчас, то есть, да, вот там недавно вот Пушкина восстановили, там еще... Ну, в общем, есть примеры восстановления, то есть это тоже важно. Но это тоже такая отдельная работа. Вы, кстати, занимаетесь, восстановлением занимаются уже другие люди или это тоже те же скульпторы? Ну, если это памятник, то да, скорее всего, это к скульптору придет работа. Если же это лепнина, то там реставраторы, да, занимаются. Вы как вот преподаватель, скажем так, уже начинающих скульпторов выводите на большой путь, можно так сказать. Что вот вы бы советовали бы начинающим скульпторам, которые хотят вот оставить свой вклад и развиваться в этом направлении? Что им нужно, да, что им нужно знать, с каким настроением им нужно идти в эту профессию, какие-то плюсы, минусы, с чем они могут столкнуться? Ну, предупредите их заранее немножко. Да, я предупреждаю, сразу вот они пришли, у меня первый курс в этом году, я их сразу предупредила, потому что, ну, на самом деле работа не из легких, вот. На самом деле, вот у меня поддержка семьи была просто, ну, величайшая поддержка. То есть меня прям поддерживали родители, потом супруг, и, ну, сейчас супруг, да. То есть вот это важно. Вот, потому что иногда прям думаешь, все, руки опустились, ничего не надо. Вот, поэтому, ну, и вообще широко раскрытыми глазами жить, да. Воспринимать мир, видеть, анализировать. Потому что сейчас в интернете они как начинают из интернета мне скульптуру показывать. Я говорю, нет, стоп. То есть я их вкус А вот как вкус, воспитываю. Например, что вот они хотят создать, допустим, вот молодежь, они приходят к вам с идеями какими-то или нет? Вот с интернета, допустим. Вот, но нет, у нас есть задание, какие-то темы, и они давай все подряд из интернета качать, там, накачивать. Я как-то их немножко в кучку собираю, в классику, да, в классику, конечно, начинаю там Ну что сейчас популярно у молодежи? Что они приносят вам? Очень много сейчас скульптуры вот, по городам стоят, которые, ну так, поставлено, чтобы поставлено, да, а какой-то там эстетики вылеплено, главное, чтобы были ножки, ручки и все остальное. Вот как бы мы не в этом направлении двигаемся. Мы все-таки на какую-то идею, на интересные пропорции, на интересную вообще композицию. То есть вот на это двигаемся. Поэтому есть, ну, ряд скульпторов, время какое-то, да, там, которые, ну вот мы на них ориентируемся. Вот. Это не только зарубежные, но и наши российские скульпторы. Ну, те, которые вот недостойны внимания, скажите-ка нам. Есть в Казани такие? Скульптуры. Нет. Где вы сказали, просто ручки, ножки слепленные. Это кодекс чести. Мы скульпторы никогда друг про друга плохо не будут говорить. Но в других городах, может быть, вы какой-то не раскроете, нет, да, не скажу. Ну вот я задавала такой же вопрос, да, Артуру Давыдову, который приходил вот по поводу того, какую мечтали бы вы скульптуру создать. Есть, наверное, у каждого скульптора, как у актера, который мечтает сыграть какую-то роль, да? Что в планах? Ну, на самом деле, в планах просто творить. Вот, ну, делать какие-то работы, которые мне нравятся, которые я чувствую, которые пережитые мною, да.
Вот, я как-то общалась со скульптором Санкт-Петербург, он уже пожилой, там ему около 90 лет, Каминкер. Вот, и он, значит, как показывал свои работы, там заказы какие-то, и вот показал работу «Авиатор», которая его творческая работа, но ее в какой-то момент поставили в аэропорту. Вот. И вот когда вот это происходит, когда твою творческую композицию оценили по достоинству и предложили поставить где-то, ну, в общественном пространстве, то это вообще круто. Вот. То есть вот такую именно, да, ну, композицию, это вот прям, да, это вот для скульптора это важно. У нас осталось 15 секунд, буквально вот куда сходить студентам, куда сходить с нашим горожанам, быстренько буквально. Да, у нас сейчас открытие выставки «Графика и скульптура» в галерее «Окно» до 20 декабря. 20 декабря все приходите, пожалуйста, на выставку, окультуривайтесь, так скажем. Да? Да. Спасибо, что вы пришли к нам сегодня. Спасибо. Спасибо телезрителям, что были с нами. До свидания. До свидания.